Здравствуйте! С 12 по 16 сентября в городе Сочи прошел журналистский форум «Вся Россия». В его работе приняли участие и представители нашей республики. Сегодня у нас в студии председатель Союза журналистов Республики Тыва Эльвира Сергеевна Лифанова. Добрый день. Здравствуйте. И директор Национального архива Республики Тыва Белыкма Владимировна Мунге. Здравствуйте. Добрый день. Раз уж этот форум журналистский, Эльвира Сергеевна, расскажите, пожалуйста, смогла ли Тува удивить столь представительный форум? Что вы представили на нем? Мадр, не только удивить, но и заинтересовать, и вовлечь в нашу презентацию. Вот доказательство я вам принесла в студию. Это такая статуэтка за лучшую презентацию медиапроектов на форуме. И, конечно, диплом форума, подписанные председателем Союза журналистов России Владимиром Геннадьевичем Соловьевым. Мы привезли туда проект «Тува, Монголия. Сохранение исторической памяти и связей». Конечно, оформили площадку выставочную. Суть проекта в том, что со старомонгольского мы перевели сначала на тувинский и на русский языки газеты. И вот сделали большие такие баннеры, на которые вошли как раз вот все наши переведенные тексты. И каждый участник мог подойти и посмотреть, о чем писали первые тувинские газеты в Тувинской Народной Республике в 30-х годах. Только тогда, когда стал вводиться тувинский алфавит. Была яркая презентация. У нас в делегации была Виктория Доржу, наша молодой член нашей организации. Она начала презентацию с танца. Карина Караоловна Мангуш, которая угощала гостей нашей презентации ава-чаем, то есть материнским чаем. Тоже это все вызвало восторг слушателей. Но самое интересное, это, конечно, проект. А вот о проекте более подробно расскажет Белыкма Владимировна. Пожалуйста. Да, на Всероссийском форуме журналистов Национальный архив Республики Тыва совместно с Союзом журналистов Тувы представил проект. Это очень уникальный, интересный проект, который по праву заинтересовал всех участников форума. Суть его состоит в том, что более 90 лет в Национальном архиве Республики Тыва хранятся наши самые первые ранние газеты, тувинские газеты, но они на старомонгольском языке. Так как в то время у нас тувинский язык пока еще не имел своей письменности, мы писали на старомонгольском языке. И благодаря вот этому проекту Союза журналистов Тувы мы имеем возможность оцифровать и перевести на тувинский и русский языки наши первые 5 подшивок именно вот этого периода, 30-х годов. И благодаря этому проекту уже каждый желающий может посмотреть, изучить историю того периода Тувинской Народной Республики, когда все только начиналось, возрождалось, и понять, чем вообще жила республика, какие интересы были, что волновало народ. И все это отражено у нас в этом проекте. Эльвира Сергеевна, о чем же тогда писали? Описали очень интересные вещи. Вот, например, вот здесь была где-то интересная новость. Или берите с них пример. В Тесхемском Кажуне ячейки революционной молодежи с целью ликвидации безграмотности, также и принятия в свои ряды членов ознакомление своей деятельности, чтобы она проходила качественно и широко в многочисленной среде. Даже слухи писали. И слухи, и странные новости о прививке варанов. Вот озеро Чедыр. Вы знаете, что, оказывается, в 30-х годах писали, что в летнее время работает 2 сезона. Первый сезон 1 числа 7 месяца до 5 числа 8 месяца. Интересно. Да. И что, если у рабочего и крестьянина месячная зарплата составляет 100 рублей, если безработный арат принадлежит простому классу народа, то подтверждающему удостоверению или справке, полученной от администрации, можно получить 20% скидку. История. Вот так вот. Озеро Чедыр, пожалуйста. Белыкма Владимировна, а правда, что этот труд был настолько тяжел и кропотлив, что даже снился по ночам переводчика? Да. Кстати, есть они у нас в спорте? Знаете, на самом деле, если брать вот этот старомонгольский текст, переводом занималась у нас кандидат исторических наук Аяна Наиловна Самдан.
Она переводила около 4-5 месяцев, да, и была уже на грани того, чтобы отказаться от этой работы, потому что в этом тексте нет никаких знаков препинания. И также обусловлено это тем, что язык все-таки он был того периода. Некоторые слова, некоторые понятия, конечно, утратили свои первоначальные значения, но благодаря вот кропотливому такому труду все-таки это у нас перевод состоялся. Перевод с тувинского на построчный русский язык занималась Карина Каролна-Монгуш, член Союза журналистов России, которая тоже была очень заинтересована этим проектом. Она на самом деле пришла в архив и с такими горящими глазами рассказывала, что представилась такая возможность вместе с Союзом журналистов перевести эти книги. И, конечно, мы, Национальный архив, пошли ей навстречу. И вот благодаря нашему сотрудничеству родился такой проект. И я добавлю, что в рамках этого проекта «Тува. Монголия. Сохранение исторической памяти и связей» мы еще перевели книгу всемирно известного монгольского писателя Галсана, этнического тувинца, «Повесть жестоких лет». И Тувинское книжное издательство записало уже сверстанный на флешке материал, и мы их также презентовали на форуме. И я думаю, что в ближайшее время Тувинское книжное издательство выпустит эту книгу, и это тоже будет доступно широкому кругу читателей. А также на форум мы привезли приветственный адрес от генерального консула Монголии в городе Кызыле господина Гамболда, то есть зачитали это, то есть тоже такая реакция была очень хорошая от участников нашей презентации. И проект на этом не заканчивается. То есть наша задача еще это поездка в Улан-Батор с презентацией как переведенных газет, так и книги Галсана, Чанангена Галсана, так и прием у нас здесь, в Кызыле, монгольской делегации. Я думаю, что мы будем посещать средства массовой информации, в том числе телеканал ТУВА-24 примет нас в гости. У вас есть что-то? Да, вот благодаря такому проекту даже мы, архивисты, поняли, что храним. На самом деле Национальный архив Республики Тыва очень уникальный. Если даже брать Сибирский федеральный округ, нет таких уникальных документов, начиная с 1715 года. И благодаря вот такому сотрудничеству мы уже понимаем, что хоть малая часть того, что мы храним, уже переведена. И это даст определенный всплеск, стимул нашим исследователям, нашим ученым, которые уже будут вплотную заниматься наукой. Имадар, давайте вашим телезрителям сообщим, где они смогут ознакомиться с переводами этих газет и узнают, о чем писали тувинские газеты в период ТНР. На сайте Тува Медиа Групп в разделе «100 лет ТНР» как раз вот эти все переводы, они есть. И любой, кто владеет интернетом, могут туда зайти и ознакомиться с столь уникальным историческим материалом. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Напомним, что сегодня у нас в студии были председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова и директор Национального архива Республики Белыкман Мунге. Ну а тему нашего разговора напомнит и завершит видеоматериал, который был подготовлен по итогам журналистского форума в Сочи. Всего вам хорошего. Проект сохранения исторической памяти и традиций Тува Монголия. 90 лет в нашем национальном архиве лежали газеты, первые тувинские газеты, которые выходили на старомонгольском языке. И наш труд – это перевод со старомонгольского на тувинский и с тувинского на русский. И благодаря вот этому проекту Союза журналистов Тувы мы имеем возможность уже знать, чем дышала, чем жила наша республика, как создавалась она в непростое время.
Я в руках держу газету 1931 года. На самом деле, в 30-е годы у тувинцев не было своей письменности. Мы говорили на своем родном тувинском языке, а писали на старомонгольском. И газет у нас их очень много. Всего в Национальном архиве хранится 43 подшивки газет периода ТНР, которые в прямом смысле отражали всю жизнь и деятельность народа. Поддержка фонда президентских грантов дала нам такую замечательную возможность не только оцифровать, но и перевести их на тувинский, на русский язык. Все эти оцифрованные образы наших старомонгольских газет будут доступны на сайте Национального архива, они доступны на сайте Союза журналистов Республики Тыва. И я думаю, это даст определенный толчок научной мысли исследователям, что даже школьники, студенты уже будут писать на основе наших вот этих оцифрованных газет уже рефераты, курсовые, дипломные, можно даже писать диссертации. Генеральное консульство Монголии в городе Кызыле. Я хотел бы выразить чувство глубокого удовлетворения ходом, безо всякого сомнения, значимого для развития народной дипломатии проекта. Союз я не могу не назвать, потому что он всегда яркий. Как правило, это первая презентация Союза журналистов Тувы. Большое русское четвердень. Спасибо.